Открытый люк для кого-то может обернуться поврежденным автомобилем, для других – травмой. Правда, любителей легкой наживы это не останавливает, и чаще всего в такую ловушку попадают водители. Муса Аушев, к примеру, уверен, что если бы не знал, где находятся все эти зияющие овраги, то сам давно бы в них угодил. Такие последствия из-за хищения крышек и решеток ливневой канализации предприимчивыми бизнесменами в сети масса. Абдул-Азид даже стал свидетелем подобных махинаций. С бабушкой и с папой ехали через стройку. Мы там увидели, что там кто-то люки ворует. Когда мы начали ехать в их сторону, они убежали быстро. Папа сказал, что это плохо и так делать нельзя. Не избежали таких краж и в столице региона. Дверцы от люков не продержались тут и нескольких дней. Неравнодушные жители сразу сообщают в местную администрацию, где в очередной раз люк оставили без крышки. О том, что хищение является уголовным преступлением, напоминать вряд ли кому-то нужно. Нарушителей привлекают к ответственности, но это мало кого останавливает в новых кражах. Мы не раз устраивали с участием участковых полномочий рейдовые мероприятия по взысканию этих люков. То есть эти люки, они чугунные. На переплавку, естественно, здесь это невозможно. Их сдают, и те перепродают как бэушные. Вот такова история этих люков. И с участием еще участковых, и каждый год это проводится, мы отыскиваем эти люки. То есть на вопрос у закупщика, это согласно законодательству, конечно, ГОВД осуществляет подобное, откуда они есть, эти люки у него не может ответить, ГОВД эти люки забирает обратно. Как сообщают в местной администрации, ежегодно на покупку новых канализационных люков из городского бюджета выделяют до 200 тысяч рублей. Воруют решетки и крышки чаще всего в ночное время или же в безлюдных местах. А как часто воруют? В последнее время уже меньше. С чем это связано? Ну, с тем, что уже закупщики не принимают их у них. Как я ранее сказал, если рейдовые мероприятия, которые проводятся ГОВД и участковыми, уже их заставляют или к уму-разуму приводят к тому, чтобы их не закупать. Эти чугунные люки именно. А не чугунные, они и не воруются. Ворованные крышки люков сдают в пункты приема металла ради пары сотен рублей. А где-то цена вопроса может доходить и до 1000. Местные власти отмечают, чтобы эффективно бороться с вандализмом, необходимы изменения на законодательном уровне. Как пример, лишать лицензий пункты приема металла за грубые нарушения. Ведь в отдельных случаях наказанию подвергаются только сдатчики. Приемщики же просто остаются в стороне. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Магомед Даскиев. Новости 24.